эфире телеканала БСТ, передача интервью, студии Тимур Давлетов. Здравствуйте. Нейросети – полезный инструмент для генерации картинок, текстов, обработки аудио и видео. Но в руках злоумышленников эти возможности используются в корыстных целях для шантажа и вымогательства. Случаев и мошенничества становится больше, поэтому мы решили разобрать обманные схемы и рассказать, как не попасться на крючок. Впрочем, об этом и не только нам расскажет гость нашей сегодняшней студии, адвокат Роман Петров. Роман, добрый день. Здравствуйте. Итак, как я уже говорил, мошенники не стоят на месте, идут в ногу со временем, придумывают все новые схематозы для обмана горожан. Что интересного, в кавычках, само собой, они придумали вот на сегодняшний день? Что самое такое распространенное? Технологии у нас сейчас обновляются и появляются новые буквально каждый день. То есть год назад не было еще очень многих тех технологий, которые вот сегодня мы наблюдаем. В том числе генерация вот этих картинок, видео. Вот мне, допустим, сегодня присылали видео, где там Пушкин играет за диджейским пультом свои стихи. Это настолько реалистично, что отличить это вот просто от видео какого-то ролика практически невозможно. Соответственно, преступники используют все эти самые лучшие новинки. Есть целая область, которая называется Darknet, где это все активно используется. Все самые современные устройства и технологии применяются только с одной целью – завладеть деньгами граждан незаконным путем. То есть современные мошенники — это уже не те люди, которым нужен кнопочный телефон для обзвона. То есть это уже продвинутый, так скажем, юзер, да, пользователь социальной сети, который разбирается в тех или иных обновлениях, для того, чтобы применить их при обмане. Обзванивают, также и обзванивают, но это, скажем так, низший слой, планктон. А есть же элита преступного мира. Зачастую это действительно талантливые, очень молодые люди. Мы же понимаем, что просто так не создашь, не используешь, не внедришь. И есть люди, которые для себя, скажем так, с самого молодого возраста выбрали такой путь. Какой самый распространенный на сегодняшний день случай на обмана? Сегодня из новых вот этих технологий, мы говорим о новинках, это подделка голоса. Вам позвонят, да, вот почему очень опасно и предупреждают постоянно, но, видимо, все равно недостаточно о том, что образцы голоса надо своего беречь. То есть мы должны сейчас заботиться о сохранении своей уникальности, идентификации. Почему? Вот особенно в иностранных сетях, вот этих социальных, которые на сегодня многие у нас не запрещены, но они ограничены, да. Именно в первую очередь в связи с тем, что сбор персональных данных, в том числе вашего изображения уникального, вашего уникального голоса, они никак не регулируются российским законодательством, когда вы это даете, причем зачастую не давая никакого согласия, а просто у вас собирают ваши данные, и они оказываются в хранилище где-то за границей, там, не знаю, на Багамских, Гавайских островах там находятся эти компании. Это получается, я извиняюсь, голосовое сообщение ты куда-то отправил, где-то видеозапись твою там открыли, там даже в личных сетях просмотрели, они могут как-то скопировать, дублировать и потом уже использовать против тебя самого, получается. Вот здесь очень спорный вопрос, потому что нам все время убеждают мессенджеры, которыми мы пользуемся. Это удобно, с одной стороны, а с другой стороны это риски. Мессенджеры нас убеждают, в том числе и российские, и иностранные, о том, что ваши данные защищены, они никуда не передаются, но каждый раз, отправляя голосовое или видеосообщение, мы понимаем, что кроме получателя, его, вероятнее всего, увидит как минимум вот этот машинный интеллект, который управляет этой сетью. Поэтому, если этого мы избежать не можем, да, в личных там чатах каких-то, то хотя бы надо стараться как можно меньше выкладывать такого личного контента. Есть люди, которые действительно подозрительно относятся, в основном это либо старшее поколение, либо в силу каких-то определенных профессиональных навыков. Вот у кого вы вообще никаких фотографий в сети не найдете или найдете одну какую-то 25-летней давности. А те граждане, которые активные пользователи, которые активно размещают свои видео... те же самые блогеры. Те же самые блогеры, они в первую очередь под ударом, потому что мы видели изображения вот тех же самых блогеров, которые сегодня, кстати, под следствием находятся, да, уже разные фейковые в качестве, видимо, шутки пока, где там они извиняются, по-разному уже это обыгрывают, Но мы понимаем, что тем же образом такие же сообщения могут прийти каким-то людям, которые попросят денег, и они приходят. Вот с аудиосообщениями, мы не только с аудиосообщениями, машинный интеллект сейчас уже вступает в диалог, он отвечает вполне разумно. То есть даже вот
как бы точно не определишь с первой попытки. Как раньше подделывали подпись, сейчас подделывают голос. А насколько я знаю, сейчас вообще как бы и не обязательно присутствие человека. Может с тобой общаться тот же самый чат-бот, созданный, да, человеком, который в течение дня там делает рассылку, переписку, обзвон и пытается как-то, ну, развести человека на деньги. Здесь вопрос в том, что вмешательство человека, оно, ну, делает дороже такую технику. Вот если просто чат-бот общается, его запустили, определенную программу заложили, он на примитивном уровне общается. Но когда речь идет о том, чтобы обмануть людей на большие суммы, и мошенники знают, что у человека есть эти суммы, то там будет все делаться на более высоком уровне. Роман, честно говоря, тебя пытались обмануть? Ну, вот пока до машинного интеллекта еще не дошло, но звонят регулярно, и даже вот последние звонки были какие-то, я очень удивился. Наверное, пару месяцев назад мне звонили якобы с компании сотовой связи и сказали, что надо какие-то пароли что-то куда-то отправить, потому что иначе там мне сотовый телефон сейчас мой номер отключит. Ой, кстати, мне тоже так же Вот, звонили. это, видимо, была предпоследняя какая-то фишка. А потом был еще звонок, что якобы звонят с Почты России, причем с явно таким южным акцентом, таким говорком, да, что вот вы знаете, там вам лежит посылка, что-то с Озона нам передали там на Почту России. И для этого необходимо перевести денежные средства? Нет, просто код надо какой-то сейчас сообщить, вам придет смс, и мы подтвердим, чтобы мы продлили срок хранения. Я говорю, слушайте, у меня есть приложение, почта, там вроде ничего такого нету. Вот. Но они все равно меня продолжали убеждать, что, хотя я говорю, ребят, я вижу, что ну, это явно неправда, но он все равно так азартно со мной продолжал беседовать еще какое-то время. Скажи, пожалуйста, а в чем состоит сложность для правоохранителей вот, при поимке таких злоумышленников, вообще при разработке? В первую очередь то, чтобы вот этого человека, когда это человек конкретно, да, его идентифицировать надо. А мы же понимаем, что вот когда это происходит через IP-телефонию, они же звонят с подменных номеров, которые определяются в точь-в-точь, как банковские номера, там на одну цифру отличаются. То есть, нам, допустим, у нас должно быть российские номера +7 определяться, а он определяется вот без этого +7, а так там даже те же самые знакомые короткие номера каждому человеку, который пользуется услугами банка, мобильным интернетом, там что-нибудь таким там, вы знаете, да, мобильный номер банка такого-то, он такой-то ваш. И он прям с такого номера-то практически и звонит, он чуть-чуть отличается. Поэтому, когда вот ты занят, допустим, ты за рулем, ты на работе, ты в каком-то процессе, не знаю, женщина готовит дома еду, обед готовит. И в этот момент что-то там приходит так вот. Врасплох. Да, и человек вот эти моменты, он просто не успевает считывать, когда параллельно другой процесс идет. Даже... А сложность найти, где они находятся, кто это такие, в этом сложность. А вообще вычисляют таких? Вычисляют, но большинство в этом случае находится за границей. Вот по моей практике, и то, что мы знаем, задерживают в первую очередь курьеров. Когда вот речь идет о крупных суммах, которые забирают наличными, то, естественно, приходит человек. И, наверное, есть случаи, когда можно же просто вот на самом деле там Яндекс.Курьера заказать, но тогда мошенники не могут быть уверены, что им донесут эти деньги. Вот. Поэтому обычно они кого-то нанимают, и этот человек частично всегда посвящен в курс дела, потому что забрать какие-то большие деньги просто так тоже не отдадут. То есть там же определенная схема обмана, и человек, который отдает деньги, ему говорят, что придет тоже какой-то или сотрудник полиции за этими деньгами, или кто-то там еще по этой сказке. И поэтому тот, кто приходит, он что-то должен знать, хотя бы часть какую-то. Ну да, про случаи с курьерами я тоже слышал, как бы и сотрудники полиции оперативно их задерживали, но все равно это же получается, они по сути-то задерживают только пешку, а сам-то есть определенная ниточка, от которой вот можно дальше отследить, но зачастую эти ниточки обрываются. Да, вот этого курьера задержали того, кому он передал, а дальше там уже следы обычно теряются, потому что они успевают уже обрубить концы. Естественно, организаторы этих схем, они в большинстве случаев все за границей. Причем мы понимаем, где, скажем так, в недружественных на сегодня к нам настроенных регионах. Был такой случай с моей супругой, вот прям реальный. Позвонил некий майор, фамилию уже не вспомню, представился, что звонит с Петровки 38, жена перепуганная звонит мне, мы тут начинаем думать, что реально, может, мошенник тут присылает удостоверение, начинаем как бы пробивать, реально такой сотрудник есть, и причем номер телефона как бы все сходится, звонят плюс там 3479, если не ошибаюсь, да, с Москвы. И вот как-то застали врасплох, вроде бы как бы и сами журналисты, сами рассказываем про такие случаи обмана, но вот тут сами вот едва не попались на уловку мошенников. Вот в чем
они как вот, психологи какие-то, или вот именно бьют потому, что хотят врасплох застать? Используются определенные методы психологического, лингвистического программирования, то есть говорятся определенные слова. Есть же технологии, как расположить, мы все читали Дейла Карнеги, во-первых, да, как получить влияние и расположить к себе людей. Есть масса книг, так называемых там из библиотеки разведчика, контрразведчика, которые общедоступны, популярные, вот, которые пишут наши бывшие сотрудники КГБ, там, советского, сотрудники ЦРУ. Там подробно все это расписано. Понимаете, это популярное чтиво, достаточно прочитать пару таких книг, и можно уже приобрести определенные навыки общения с людьми. Поэтому, когда потом вот мы знаем, кто работает вот с людьми, вот массовые обзвоны уже у нас есть, нам же постоянно звонят еще и там, а вы не хотите взять кредит, а вы не хотите там открыть счет, а вы не хотите поменять своего оператора интернет там, или телевизионный какой-то канал установить там. И те же самые навыки, чтобы вас нам не послали, грубо говоря, с первых слов, надо вежливо поздороваться и как-то убедить человека расположить себя за пару секунд. Роман, скажи, пожалуйста, на твоем опыте было ли, когда находили, осудили главаря, так скажем, какой-нибудь организации, которая занимается именно вот мошенническими скажем так, схемами? пока вот на моей практике по таким схемам есть факты привлечения, задержания и привлечения все-таки лиц среднего звена. Ни по одному такому случаю полностью денежные суммы не возмещены. То есть находят, ловят, вот кого-то еще ловят нам по цепочке, устанавливают, все-таки оперативные сотрудники у нас работают, и старые методы, они тоже хорошо работают. Это какой-то специальный отдел у нас существует, да, возможно, у нас есть по отделы киберпреступности, и да? в МВД. Есть по киберпреступлениям, да, конечно, ну как же. И в службе федеральной безопасности есть такие тоже отделы. Но дело в том, что вопрос не только в том, чтобы найти и установить, надо же еще доказать. Вы поймите, что очень сложно доказать. Вот в сети Telegram, допустим, да, там есть возможность удаления любой переписки. Все, как только там они отработали, они тут же все порушили. Если в других сетях, к примеру, там, хотя бы какие-то следы сохраняются, а Telegram он полностью удаляет. Роман, и напоследок, кратик, совет какой-то для наших телезрителей, как не попасться на удочку злоумышленников? Всегда с кем-то советоваться. То есть сделать себе такое правило, что в том случае, если я собираюсь в какой-то экстренной ситуации куда-то отправить деньги, у меня должно быть доверенное лицо, которому я в любом случае перед этим позвоню и с которым я поговорю, как ты думаешь. Это может быть ваш близкий родственник, это может быть кто-то старше вас по возрасту, кого вы уважаете, это может быть ваш юрист, адвокат, но должен быть такой человек, которому вы в любой ситуации позвоните, и вот если пока вы с ним не поговорили, чтобы экстренно не случилось, там вам говорят ДТП, вот у меня маме звонили, сказали, ваш сын попал в ДТП. Она до меня не дозвонилась, я на работе был где-то в суде, но она дозвонилась вот сыну моему, и он ей говорит, бабушка, ты что? Она уже собиралась идти снимать там деньги в банк, скорее отправлять куда-то. Спасибо большое, Роман, что нашел время, пришел к нам сегодня в студию. Я напомню, что у нас в студии был адвокат Роман Петров. Вы же оставайтесь на телеканале БСТ. Я же с вами прощаюсь. До свидания.